Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнее мое видео будет посвящено не вопросам политики или общественной жизни, а вопросам метафизики. Не вопросам тела, а вопросам духа. Вот есть такое мнение, кто этой темой занимается, всяким духом, метафизическими вопросами, тема пробуждения духа. По-астински дух это мон. Вот у нас у астин считается, что уд это душа, она индивидуальна, а мон дух, он коллективный. И в русской традиции тоже так считалось, что дух он коллективный. И это знаменитое здесь русский дух, здесь Русью пахнет, это как раз об этом. То есть есть люди, принадлежащие к определенному духу. Вот есть наш дух, да, дух нартов. Нарт переводится наш огонь. Вот у нас нартский эпос, кто не знает. Нарт и каччита называется. Нарт это наш огонь, каччита это достоинство. То есть достоинство нашего огня. Вот то же самое и у нас. Есть наш дух, наш мон. Также есть русский дух. И вот вопросами пробуждения этого русского духа заняты многие годы очень серьезные люди. И никак не могут с ним справиться, с этим вопросом. Никак у них не получается этот русский дух пробудить. Есть такое понимание, да, что этот медведь там в берлоге умрет, так этот русский дух и не проснется. Тот самый русский дух, который фашистов сломил. Тот самый русский дух, который построил огромное государство на 1/6 часть суши. Вот этот русский дух, который якобы спит и никак не может проснуться. И вот его пытаются пробудить. Также в этой традиции есть такое понятие Иван Стотысячный. Вот что имеется в виду? То есть считается, что русский дух, коллективное сознание, да, вот этот коллективный дух, это для того, чтобы начался необратимый процесс пробуждения этого русского духа, пробудиться должно 100 тысяч человек. Поэтому и говорят Иван Стотысячный. Когда, говорят, проснется Иван Стотысячный, тогда вот Русь настоящая, не вот Россия нынешняя, а Русь, тогда она пробудится. Пробудится этот настоящий русский дух. Не надо русский путать с российским, я сразу, да, оговорюсь, потому что русский человек это русский в смысле у кого русский дух и от кого Русью пахнет, а не у кого там фамилия русская. Вы понимаете, да, разница? И вот пробуждение этого Ивана Стотысячного это очень серьезный вопрос, которым занимаются многие годы люди, которые связаны с взаимодействием с этим духом. То есть вот пробудить этого Ивана Стотысячного. И вот у меня для них информация есть. Я думаю, она им будет полезна. Я просто скажу, а вы дальше уже думайте. Дальше. Мое дело сказать. Для того, чтобы пробудилось 100 тысяч Иванов, образно, должно сначала пробудиться 1000 Аланов. Понимаете? Вот этот аланский дух, он как-то очень связан с этим русским духом. У нас общий корень есть. И вот для того, чтобы пробудилось 100 тысяч Иванов, нужно, чтобы пробудилось 1000 Аланов. Без этого 100 тысяч Иванов не пробуждаются. Понимаете? И Аланов, это опять же имеется в виду кого? Это людей, носителей этого духа. Не тех, у кого в паспорте написано осетины, или тех там, не знаю, у кого родители астины. Нет, а тех, в ком этот дух, людей нашего мона. По-астински мономах, мах моной, нашего духа, мономахи, люди нашего духа, дословно перевод с астинского языка, мономахи, люди нашего духа. Вот эти люди нашего духа. То есть сначала 1000 Аланов, и потом цепная реакция произойдет, и пробудится 100 тысяч Иванов этих. Когда пробудится 100 тысяч, Иван Стотысячный, он изменит весь мир. Понимаете? Он преобразует его. И вот эта вся нечисть, которая сейчас в мире взяла власть, а мы это видим на примере США, она же мир в покое не оставит. Она его дожрет, она его расчеловечит, она его превратит в какой-то глобальный концлагерь, место глобальной несвободы. Русский дух и дух Алан – это дух свободы. Наши предки во главу угла всегда ставили свободу. Мы носители духа свободы. В наших жилах течет кровь людей, для которых свобода была важнее всего в жизни. Понимаете? У нас рабства никогда не было. Рабство принесли позже, когда поменяли идеологию нам.
Но каждый раз в новом поколении рождается новое поколение, и оно опять свободолюбивое. И опять молодые мальчики и девочки стремятся к свободе. В каждом поколении. Их опять ломают, загоняют в это рабство. Ну, с помощью разных средств, организаций, вероучений. Неважно. Сейчас не об этом. Но все равно этот дух свободы, вот он пропитан, кровь наша пропитана этим духом свободы. Его хотят уничтожить. Свободы не должно быть в принципе. То, что сейчас несет новый хозяин мира, это глобальная несвобода, глобальное рабство. Во всех видах. Интеллектуальное рабство, физическое даже рабство, электронные эти ошейники, концлагеря, дистанционное образование. Это все формы несвободы. Они хотят нас всех превратить в рабов, клейменных баранов. Понимаете? Единственное спасение от этого, если этот проснется Иван Стотысячный, то есть коллективный дух русского народа. И тогда запляшут лес и горы. Тогда мы победим в этой войне. И свобода победит несвободу, и правда победит кривду. Но для того, чтобы проснулось 100 тысяч Иванов, должно проснуться 1000 Аланов, носителей этого духа. Цепная реакция пойдет. А для того, чтобы проснулось 1000 Аланов, 10 человек должны запустить определенную программу. Называйте как хотите. Коллективная молитва, ритуал, неважно, как вы это называете. Запустить определенное намерение. И это 10 человек должны быть. Не просто люди. Это 10 людей из рода Аллагата. Для тех, кто не знаком с нашей традицией, согласно нардскому эпосу, у наших предков было 3 рода. Это 3 рода не по крови, это 3 рода по духу. Это воины, жрецы и вот труженики. Такая же троичная система, как во всех индоевропейских обществах. В Индии, там везде, на Руси то же самое были витязи, там волхвы, жрецы и вот труженики. Вот Аллагата – это жрецы, род жреческий. Аллагата – это принадлежность к жреческому духу. Вы же помните, да, дух общий. Принадлежность к духу определялась на таком обряде, назывался кахс у осетин. До сих пор так делается. Когда ребенку исполняется 1 год, возносится молитва, делается жертвоприношение, перед ребенком кладутся 3 предмета, и он выбирает. И сообразно тому, кого он выбрал, родители понимают, какого духа пришел ребенок. Понимаете? Он духа воинов, он духа тружеников или он духа жрецов. И, соответственно, они получали определенное образование. То же самое было на Руси изначально. Те люди, которые относятся к свято-русскому жречеству, сейчас понимают прекрасно, о чем я говорю. Я больше даже к ним обращаюсь. И вот 10 человек из этого рода Аллагата, то есть 10 этих жрецов нашей традиции, которая была и на Руси, и здесь, на земле асов. Потому что осетины – это асы. Земля Осетия через А. Они должны это намерение запустить. Сверху вниз, с Кавказских гор, с Асских гор. Это должна программа пойти туда, на Евразию. Когда запущена будет программа, проснется 1000 Аланов, людей с духом Алан. Когда проснется 1000 Аланов, включится их сознание. Тогда проснется Иван Стотысячный. Когда проснется Иван Стотысячный, мы победим всех. Вот такая информация для тех, кто должен ее услышать. Так что так вот, братья осетины, мы хранители огня. И для того, чтобы этот русский танк завелся, в него нужно дать искру. А искр хранители были нарты, наарт, наш огонь. Они были хранители огня. И мы являемся ими до сих пор. Мы должны дать эту искру, которая воспламенит сердца людей русского духа. А когда у людей русского духа воспламенятся сердца, мы всю эту нечисть загоним туда, откуда она вышла. Если бы не столь критичная ситуация, в
которой мы сейчас находимся, я бы никогда в жизни это видео не записывал. Потому что я понимаю, что 99% людей, его посмотревших, очень неадекватно его воспримут, там, они не поймут, о чем идет речь. Но вот тот 1%, который правильно поймет, надежда на них. Я очень сильно надеюсь, что это видео попадет представителям свято-русского жречества, которые тоже понимают, что эта проблема существует, пробуждение Ивана Стотысячного, но они, наверное, не до конца понимают, что без пробуждения Алан, пробуждения русов не будет. Так это работает. Так мы связаны ментально. Понимаете? И эти 10 жрецов, 10 представителей рода Алагата, по духу Алагата, я еще раз подчеркиваю, они в десятером должны на определенном святилище запустить определенную программу на пробуждение сознания. И она пойдет через мир невидимый в мир видимый. И это надо делать уже. Потому что враг у ворот. И вся эта вакханалия, которая сейчас происходит по всей стране, это лишнее тому подтверждение. Это нечисть на нас свои ножи заточила. По нашу душу они пришли. Но я уверен, что от этого сжатия эта искра воспламенится. И тогда дух пробудится. И вот эти вот 10 людей из рода Алагата выполнят свою миссию. Они запустят эту программу. Я еще раз говорю, это не обязательно этнические осетины. Это не обязательно. Это представители этого духа. Духа тех волхвов, которые были на Руси изначально. Духа тех Алагата, которые были в Алании изначально. Они сейчас тоже существуют, эти люди. И вот я к ним обращаюсь, и надеюсь, это видео дойдет. 10 человек на святилище у нас. На Рекоме, в Цейском ущелье, в десятером. Программу запустите на пробуждение сознания. Времени нет, надо искру дать. Давайте, братья осетины. Время пришло. Имеющий уши, да услышит. А все остальные не обессудьте, не принимайте мои слова всерьез. Если вы не понимаете, о чем речь, значит вас это не касается. Спасибо. В преданиях восточных славян сохранилось представление о далекой южной стране, часто отождествляемой с раем, населенным богами, которую называли Ирий. Это слово на древнеиранском означает «арийская страна», и это же слово до сих пор является самоназванием современных осетин. Наверное, по воле высших сил, до срока, до наступления сужденного времени, история Осетии должна была быть покрыта тайной и пребывать в забвении, иначе наследникам скифов и алан, и еще раньше нартов, атлантов, гиперборейцев просто не дали бы выжить физически в эпоху мрака и тьмы. На несколько сотен последних лет об аланах забыли, а осетин с ними не отождествляли. Как известно, Великая Алания была разгромлена войсками Тимура в начале 15 века. Часть равнинных жителей тогда погибла, другие были вынуждены покинуть свои земли, уходя на запад и восток. А современные горы Центрального Кавказа охраняли стоявшие насмерть, созданных ими на скальных крепостях, башнях и укреплениях, несколько тысяч человек, оставшихся непокоренными. Те, кто не дал даже такому сильному, коварному и жестокому врагу, как хромоногий Тимур, проникнуть в святая святых и овладеть охраняемой ими тайной. Эти стойкие и могучие представители Алан не только выжили в суровых условиях гор, но и благодаря своей изолированности от внешнего мира сумели сохранить великую доктрину ариев, содержащуюся в их кодексе чести, миропонимании, традициях, этикете, духовной культуре, в их ахдауе. Им удалось пронести сквозь века в первозданном виде и бессмертный эпос Мартов. Это был великий подвиг народа, вопреки всему сумевшего сохранить и свою самобытную веру, и свои обычаи, традиции и древние ритуалы.
Если бы только знали те, кто называл осетин темным, забитым, отсталым народом, о том, кем он является на самом деле и какие великие знания охраняет. Сейчас настает время, когда должен упасть полог тайны, покрывающий удивительное прошлое осетин. Народа, который, словно птица Феникс, вновь должен восстать из пепла, имея в генах духовный стержень своих поистине божественных предков. Еще в 1922 году воин и посвященный Суслан Темирханов писал: «Если бы знали мы, кем были наши предки и какие великие дела они совершали, мы бы с гордостью носили имя Ирона и не допускали ничего недостойного. Пора и нам, осетины, узнать свою историю». Подтверждением подобных выводов могут послужить и приведенные ниже цитаты. «Счастливы должны быть осетины, измеряя славные корни свои», утверждал известный художник-философ Николай Рерих. Еще более загадочно и интригующе звучат слова его соратницы и жены Елены Рерих, в 1933 году получившей информацию от Махатм и содержащуюся в ее письмах. «Среди аланов пробуждайте сознание, что Кавказ есть третья вершина будущей эры. Пусть помнят, что их горы хранят талисман братства, что Кавказ несет в себе единую великую мечту огня. Почитание огненного мира можно находить среди еще неизвестных вершин. Аланы пусть помнят мое водительство, когда часть камня была заложена, чтобы в сужденный срок засиял магнит третьей вершины». Приведем и слова францисканского монаха Ранью Неру, который еще в XIV веке предрекал: «Религия огня и солнца в 21 веке познает победное шествие». А вот пророчество знаменитого средневекового врача и алхимика Парацельса, жившего в XV веке. Есть один народ, который Геродот называет гипербореями. Гипербореи познают и сильный упадок, и огромный расцвет. У них будет 3 падения и 3 возвышения. В этой самой стране гипербореев, о которой никто никогда не думал как о стране, в которой может случиться что-то великое, над униженными и отринутыми воссияет божественный свет с горы Гипербореев, и его увидят все жители земли.